Самая главная задача – это сбор платежей. Главная задача – улучшение показателей по платежам за электроэнергию. Юнусбеку Евкурову представили нового руководителя ингушского филиала МРСК. Как практика показывает, документы 16-17 век, 18 век до нас дошли изумительно. А вот то, что мы оставим своим потомкам, вот это очень большой вопрос. Какова роль архива в сохранении исторической памяти? В НИИ гуманитарных наук начала свою работу научно-практическая конференция. Вы должны предъявить, чтобы мы лицезрели ваши документы. Нежданные гости нагрянули не для покупок. В Сунжинском районе прошел рейд по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя. Те территории, которые мы уже сделали, там совсем другой вид. Там детвора, вот, начиная с утра до вечера, потому что и освещение мы делаем светодиодное. Все для комфорта горожан. В Назране в рамках проекта «Городская среда» идет строительство дворовой территории. Ежегодно Российская Федерация, заказчики нашей страны большой, тратят на закупки более 30 триллионов рублей. Предпринимателям вход бесплатный. В Магасе состоялся обучающий семинар на тему госзакупок и налогообложения. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. В Пятигорском парке Победы сегодня открылась новая воркаут-площадка. Спортивный объект площадью 300 квадратных метров появился в парке по инициативе Александра Матовникова при поддержке участников экспедиции «Северный десант». Площадка оснащена современным оборудованием, отвечающим требованиям профессионального спорта. На ней уложено спецпокрытие, смонтированные турники, брусья, перекладины, рукоходы и шведские стенки. Все из самых современных композитных материалов. Люди – главное достояние нашей Родины. И эта площадка адресована представителям всех возрастов, всем, кто заинтересован в собственном развитии, укреплении здоровья, силе и красоте. Приветствовал участников события полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников. Я с удовольствием поздравляю всех вас и нас всех с обретением нового здорового центра в нашем прекрасном парке Победы. Это площадка здоровья, силы и красоты. Я уверен, что здесь будут заниматься все возрасты. И дети, и молодежь, и средний возраст, и, конечно же, наши уважаемые, в том числе и пенсионеры. Я уверен, что мы обрели ее не просто так, а благодаря тому, что соединились усилия наших друзей. Сегодня Юнусбеку Евкурову представили нового руководителя ингушского филиала МРСК Северного Кавказа. На эту должность назначен экс-глава администрации Малгобекского района Адам Тичоев. Он сменил на должности султана Тичоева. По словам главы Ингушетии, новому руководителю в первую очередь необходимо улучшить показатели по сбору платежей за потребленную электроэнергию. Самое главное сейчас продолжить дело, которое уже идет. Конечно. Самая главная задача – это сбор платежей. По этому поводу очень серьезное нарекание к нам. И поэтому здесь, конечно, с помощниками надо очень плотно работать. И готовиться к ТМРГ и уже непосредственно МРГ, который будет на уровне там, уже министра по делам Северного Кавказа проводиться. А дальше на правкомиссию. Значит, вопрос сразу выходит на правкомиссию. Буквально завтрашнего дня надо улучшать в этом направлении работу. Это первое. И второе, это, конечно, по реконструкции сетей. Здесь еще раз надо посмотреть и по передаче имущества в Россети. Ну и по тому соглашению по инвестициям 1,2 миллиарда было там по Плевельской подстанции, да, и по сетям. Здесь тоже все изучено. Вчера предварительно мы получили согласование в Минэнерго России о выделении денег именно на Плиева, тоже уже согласовали. Самое главное, мы прошли эту ступеньку Минэнерго. По программе сокращения потерь, ПСП, она уже давно согласована, идет проектирование, я в курс дела введу. Хорошо. Да. Ну, в принципе, такие задачи. И, конечно, уверен, что с этим назначением ситуация намного лучше улучшится. На контроль надо быть держать всем. Вот таким образом тогда
Хорошо. Вам спасибо, что лично приехали, Там представляете. Обвиняемые по делу о покушении на имама Хамзата Чумакова должны быть наказаны по всей строгости закона, заявил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на встрече с секретарем Совета Безопасности Ахмедом Дейтовым, в ходе которой обсуждалось уголовное дело о покушении на религиозного деятеля. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 3 местных жителей. Все они находятся под стражей. По версии следствия, 2 обвиняемых в 2017 году спланировали совершить убийство известного в республике религиозного деятеля на почве религиозной ненависти. Относительно 3-го обвиняемого у следствия есть доказательства, что он участвовал в испытании взрывного устройства, но не знал, что целью совершения преступления является убийство. Судебное решение вышло уже по подрыву машины возле Насрикорской мечети. Ну, в последующем, в том числе, попытка и подготовка организации покушений. Там 3 фигурантов. Возьмите на контроль, чтобы в том числе эти товарищи получили максимальный срок, который возможен. Ну, в рамках закона, понятно. Это решение суда, поэтому на контроль взять, проверить адвокатов пострадавшей стороны. Ну, здесь можно было бы еще правозащитников подключить. Обратите на это внимание. К столетию Государственной архивной службы России и 25-летию Госархива Ингушетии в региональном научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева свою работу начала международная научно-практическая конференция на тему «Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа». Репортаж Жалидат Халухоевой. Более сотни архивистов и исследователей в различных областях гуманитарного знания, хранители музеев и библиотекарей из 35 регионов России и стран ближнего зарубежья собрал актовый зал научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева. С приветственным словом к участникам обратился директор Государственного архива Ингушетии. Открывая работу международной научно-практической конференции «Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа», задуманной и организованной Государственным архивом Республики Ингушетия, при активном содействии руководства и коллег Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, мне хотелось бы подчеркнуть одно обстоятельство, что она посвящена 2 значимым юбилейным датам, которые отмечаются в текущем году. У нас в республике, а это первая дата общефедерального значения, которая отмечается в России, это столетие Государственной архивной службы России, и наша республиканская дата 25-летия Государственного архива Республики Ингушетия. Много проводилось мероприятий, но сегодня, наверное, можно немного повториться и сказать о том, что роль архивов, роль работников архивной службы и всех, кто занимается сбором, добычей, я бы так сказала, действительно, это добывание архивных материалов, она, конечно, очень значительна. Международная научно-практическая конференция оказалась масштабной в тематическом содержании. 43 доклада на самые актуальные вопросы архивного дела России и Северного Кавказа. Сохранить и приумножить национальную память в документах, чтобы не затерялся ни один листочек. Такая задача стоит перед работниками архивохранилища. Как практика показывает, документы 16-17 век, 18 век до нас дошли изумительно. А вот то, что мы оставим своим потомкам, вот это очень большой вопрос. Госархив наравне с библиотеками и музеями самый надежный хранитель национальной памяти, благодаря которому будущие поколения будут знать свою историю. Его роль в сохранении этой связи народов с прошлым – центральная тема встречи. Татьяна Вакулова, преподаватель и кандидат исторических наук Севастопольского госуниверситета, предлагает усилить работу с молодежью в плане сохранения наследия. Надеется, что начало, которое было положено 25 лет назад с открытием Госархива в Ингушетии, получит продолжение и сформирует новое мировоззрение в молодежной среде. Такие трансформационные процессы, которые происходят в молодежной среде, сейчас нас очень волнуют. Перед нами, как педагогами, стоит задача формирования новой идентичности, гражданской идентичности современных людей. Поэтому роль архивов, я думаю, будет увеличиваться. В коллекции Госархива самая важная роль принадлежит историческому фонду, в котором хранится более 180 тысяч материалов, собранных по всей стране. Сегодня она стала еще больше.
Архивисты Волгоградского центра документации, который является базой по изучению Сталинградской битвы, передали в дар ингушским коллегам энциклопедию поисковых работ по сражению. С каждым годом в ней появляются новые страницы и имена, в том числе и ингушские. Это как раз тот задел нашей совместной будущей работы. Поэтому у нас много точек соприкосновения. Именно ингуши здесь, на подступах Кавказа, не пустив немцев на Кавказ, защитили тем самым Сталинград и дали возможность спастись людям, начать эвакуацию, подготовиться к обороне. То есть мы связаны вместе. Эта конференция – одно из звеньев целого цикла мероприятий, организованных совместно с региональным НИИ, университетами, Госархивом Республики. Все они посвящены празднованию столетия Государственной архивной службы России и 25-летию Госархива Ингушетии. Достаточно солидная, хорошая конференция, очень важная для развития и архивного дела, и для развития науки нашей республики сегодня у нас проходит. Я надеюсь, что итогом этой конференции станет, скажем так, и повышение статуса нашего архивного дела республики в целом, и налаживание тесных взаимодействий, контактов с другими регионами, как архивистами, так и научным сообществом других регионов. То есть та работа, которая на протяжении последних лет ведется и научно-исследовательским институтом, и архивным делом, это является таким хорошим заделом и, так сказать, и продолжение этой работы на будущее. Неоценимая роль конференции вообще в праздновании даты 100 лет России. Мы вчера посещали мемориал памяти и славы, да, со слезами на глазах, где понятно, что трагические истории России, они отделимы от трагических страниц Ингушетии. И вы знаете, все, что ваши ученые, исследователи делают для развития, сохранения исторической памяти Ингушетии, оно делает на благо России. Процветание Ингушетии, процветание России. Благодаря скрупулезной работе мастеров архивного дела многие исторические события находят свое документальное подтверждение. А такие мероприятия, как это, позволяют обнародовать все новые и новые документальные находки. Радат Хулухоева, Джамали Тамасханов, Новости 24. Сегодня в Магасе состоялось внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии. На повестку дня было вынесено несколько основных тем, среди которых парламентарии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания Мусы Гарчханова и признание полномочий депутата Магомета Яндиева. Подробности у Индиры Манкеевой. Вакантный мандат вчера на заседании избирательной комиссии Республики Ингушетия был передан Яндиеву Магомету Джабраиловичу. И в соответствии с нашим регламентом сегодня мы должны рассмотреть постановление о признании полномочий депутата Народного собрания Республики Ингушетия 6-го созыва Яндиева Магомеда Джабраиловича. Депутатские полномочия Магомеда Яндиева признаны. К нему переходит мандат экс-председателя парламента Зелимхана Ивлоева. Обращаясь к своим коллегам, Яндиев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что у них впереди большой фронт работы. Одни уходят на должности, другие приходят. Но все мы делаем одно общее дело. Общее дело – это строить нашу родную республику. А Муса Гарчханов сегодня сложил свои полномочия. В процессе модернизации состава правительства региона он с должности депутата парламента перешел в правительство в качестве зампреда. Руководителя аппарата правительства Муса Гарчханов поблагодарил весь депутатский корпус и аппарат парламента за совместную работу и за опыт, который он здесь приобрел. Хотел поблагодарить вас всех за ту поддержку, которая мне была оказана за эти 2 года. Я был спокоен, я был уверен, находясь среди таких мудрых, опытных людей, и набрал дополнительный опыт для себя, работая здесь в парламенте. Поэтому хотел вас сегодня поблагодарить за поддержку, за взаимодействие. Далее депутаты рассмотрели основную повестку заседания. Яхья Белхароев представил коллегам проект закона о сохранении принятых и действующих социальных льгот для попадающей под них категории населения. Необходимость данного законопроекта возникла в связи с тем, что готовится по предложению Федерального центра закон о пенсионной реформе Российской Федерации. В частности, предлагается повысить пенсионный возраст, и наши депутаты, практически весь состав депутатский, вышел с инициативой и подготовили данный законопроект, в соответствии с которым
все ранее принятые законами льготы на территории Республики Ингушетия, они будут действовать независимо от увеличения пенсионного возраста. То есть для мужчин 60 лет и для женщин 55 лет, так же, как и раньше действовали льготы, будут действовать. Индира Манкива, Майрбек Миржоев. Новости 24. Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года коснется более 3 миллионов работников, в том числе 2 миллионов сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщили в Минтруде России. Ранее заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 11 280 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Незаконную реализацию спиртосодержащей продукции выявляли в Сунжинском районе. Инициаторами проверки стали представители районной администрации. В ходе полученной ранее информации от местных жителей они совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции и службы МЧС провели рейд по нескольким торговым точкам, где предположительно и велась незаконная продажа. О выявленных нарушениях и нарушителях репортаж Микаила Тангеева. Вы должны предъявить, чтобы мы лицезрели ваши документы. Просто есть буква закона. Есть буква закона, которой надо следовать. Нет, ну нам ничего приносить не надо. У вас документы в наличии должны быть. Судя по реакции продавцов, гостей в этом придорожном кафе явно не ждали. И на то, как оказалось, были свои причины. Витрины здесь буквально забиты всевозможной алкогольной продукцией без документов на реализацию. Кое-какие бумаги все же нашлись и по запросу инспекторов были предоставлены. Правда, в них нашли много несоответствий. Эта недвижимость в целом находится на территории Сунжинского муниципального района. Разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию на эти здания мы не давали. Нет, мы не давали. В этом же здании расположены и помещения для клиентов, куда также наведались участники инспекционной комиссии. Здесь их ждал неприятный сюрприз. Завидев камеру съемочной группы, отдыхающие начали бурно возмущаться и даже рукоприкладствовать. Сотрудники полиции быстро приструнили нетрезвых мужчин, задержав их на сутки. Как вы уже видели, нами установлено несколько фактов нарушений. То отсутствуют документы вообще, то отсутствует документация, сопровождающая деятельность граждан частично. И в этой связи нами будут сейчас предприняты определенные меры воздействия как органов правопорядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В ходе рейда были проверены еще несколько магазинов с идентичной картиной. Отсутствие патента на ведение деятельности по продаже алкогольной продукции, нарушение мер противопожарной безопасности и отсутствие разрешения на строительство коммерческих точек на данном земельном участке. По итогам инспекции было принято решение приостановить незаконную деятельность до выяснения всех обстоятельств и устранения недочетов. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, отсутствует первичное средство пожаротушения, отсутствует удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума и деревянная конструкция чердачного помещения не обработанным защитным составом. А какое наказание ждет, неизвестно? Там индивидуальный предприниматель, штраф от 30 до 40 тысяч. Помещения, которые за нашей спиной, они построены без разрешительных документов, и, соответственно, у них нет разрешения на ввод в эксплуатацию, и эксплуатация этих зданий в соответствии с действующим законодательством запрещена. Поэтому мы сейчас вручим предписание о незаконной реализации в том числе и о приостановлении деятельности вот этих коммерческих структур. Все выявленные нарушения носят исключительно административный характер. Хозяевам заведения необходимо в кратчайший срок устранить все недостатки и предъявить соответствующие госорганы пакет необходимых документов, разрешающих вести подобную деятельность. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Правительство России закладывает дополнительно 13 миллиардов рублей на выплату пособий по безработице для лиц старшего возраста. Дополнительные средства запланированы на 2019 год. По словам министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина, эта категория граждан будет получать пособие 12 месяцев в максимальном размере 11 280 рублей. С 2018 года вырастет также максимальное пособие по безработице для людей, которые встанут на учет в службах занятости с 1 января.
Госдума сегодня в третьем окончательном чтении приняла законопроект об уголовном наказании для работодателей, отказывающих в трудоустройстве тем, кому до выхода на заслуженный отдых остается 5 лет. А уже завтра Нижняя палата рассмотрит во втором чтении сам законопроект об изменении пенсионного законодательства. Поправок сотни, важнейший внес президент страны Владимир Путин. Также в законе будет закреплено повышение пенсий. Репортаж Амины Боковой. В первую очередь на рассмотрение у Комитета Госдумы по труду и соцполитике блок поправок, которые ранее внес президент страны. В частности, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, дать право досрочного выхода на пенсию всем многодетным матерям и сохранить действующий порядок начисления пенсий для коренных малочисленных народов страны. С легкой руки президента вводится понятие предпенсионного возраста. Оно будет составлять 5 лет. Для поддержки такой категории граждан будут введены программы переквалификации и поддержки, в том числе и социальная защита от увольнения в этот период. Так, депутаты уже одобрили поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста. Также предпенсионерам обязаны предоставлять 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты каждый год. Индексация первые 6 лет по 1000 рублей, как было сказано. Эти средства предусмотрены в бюджете пенсионного фонда, который правительство внесет в ближайшее время в Государственную Думу. Кроме того, предполагается уменьшить стаж, дающий право на получение досрочной пенсии для женщин до 37 лет и для мужчин до 42 лет. А с 1 января предполагается начать выплаты 20% надбавки к фиксированной выплате по страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селе, со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Очень много поправок повторяют поправки, которые внес президент. С учетом того, что произошло за это время достаточно широкое общественное обсуждение, комитет пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание. В ходе обсуждения депутаты проголосовали за поправки, внесенные президентом страны Владимиром Путиным и представителями фракции «Единая Россия». Ну а далее рассмотрение предложенных парламентариями поправок. Их поступило около 200. Большинство из них были отклонены. Так, поправку не повышать пенсионный возраст для народов Крайнего Севера, вопреки позиции официального представителя правительств, было рекомендовано не принимать. Отклонили и предложение сохранить возраст выхода на пенсию для селян и работников сельхозпредприятий. Инициатива депутата Олега Смолина по досрочному выходу на заслуженный отдых представителям интеллигенции тоже не нашла отклик у коллег. Поправки рекомендуются к принятию, внесенные президентом и группой авторов, которые вписываются в общую концепцию всего того, что озвучил президент, когда обращался к стране. Единая Россия предложила также выплачивать накопительную пенсию в нынешнем пенсионном возрасте с 55 лет женщинам и с 60 мужчинам. Во втором чтении законопроект предположительно будет рассмотрен 26 сентября. Третье чтение пройдет 27 сентября. Амина Бокова, Новости 24. О пенсии должны знать не только люди в годах, но и молодежь. Сегодня в Ингушетии, как и в других субъектах России, прошел единый день пенсионной грамотности, в рамках которого по республике прошли различные встречи и мероприятия по повышению пенсионной и социальной грамотности населения. Так, сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России встречались с учениками школы Марем в Магасе. Специалисты рассказали, почему так важно заботиться о своей пенсии с молоду, от чего зависит ее формирование, чем отличается страховая часть от накопительной, и ответили на интересующие учеников вопросы. Сотрудники отделения Пенсионного фонда по Республике Ингушетия проводят в вузах, СУЗах, школах республики факультативные уроки и лекции по повышению пенсионной грамотности, где объясняют молодым учащимся, что такое пенсионная система. И мероприятия, которые мы сегодня проводим, планируется проводить до конца текущего года. Вот уже второй год в Ингушетии активно идет работа по реализации федерального партийного проекта «Единая Россия» и формирования комфортной городской среды. За это время в различных районах Ингушетии муниципальные власти привели в порядок 57 территорий. Благоустроенная площадка в скором времени появится и во дворе одного из многоквартирных домов Назрани. Подробности в сюжете Жаридат Халухоевой.
Красота, уют и удобство – 3 главных аспекта, подразумевающие благоустройство любой дворовой территории. С недавнего времени они стали доступны для жителей 25-го дома Московской улицы в Назране. Тамара Юлоева живет здесь уже 11 лет. Впервые за это время их двор решили обустроить. Здесь сделали освещение, поставили беседки. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку. Конечно, будет очень приятно, если все это уберут, сделают красиво для родителей, для детей. Ну, люди, которые выходят, сидят, отдыхают. Вот так вот как-то. Мы очень рады, естественно, этому. Спасибо огромное, кто постарался для нас, кто сделал это все. Новые концепции и идеи приветствуются. Речь здесь идет об изменении качества жизни. Как только жители поняли, что от них зависит, каким будет их двор, стали высказывать свое видение идеального места отдыха. Один из таких активистов Абдулазид Аблагачиев предложил сохранить деревья и посадить много новых. Дахай ахарцани баширица Хасанбекица дагадян гяниж югюж укузвол тхашт ахиша да мехтик бериш лоз мехтик да футболни мини зы ахар хая ига бериш детский площадка я ахар эш болба ахар бер хоз болба хоряз доложда хоз наха ирин сейн хар белч ба мехтиги Таким переменам больше других рады местные детишки и их мамы. Здесь уже возвели мини-футбольную площадку. Еще подрядчик обещал закупить детские качели и соорудить игровую зону. Тут уже я знаю, что дети будут возле дома играть. Мне не придется где-то их искать, переживать за них. И естественно, эстетический вид уже у нас совсем другой. Благоустройство двора производится в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Наша республика активно включилась в него с 1 июля 2017 года. За это время в Назране обустроили 2 многоквартирных дома и 1 сквер по проспекту Базоркина. Полученный эффект превзошел все ожидания. Проект так понравился, что уже сотни людей приняли участие в обсуждении. Те территории, которые мы уже сделали, там совсем другой вид. Там детвора, вот, начиная с утра до вечера, потому что и освещение мы делаем светодиодное. Вот можно даже читать в вечернее время спокойно. И дети играют допоздна, есть детские площадки, есть мини-стадиончики, везде мы делаем это. Можно футбол погонять, баскетбол поиграть, волейбол поиграть. Это, конечно, это название само говорит за себя, комфортная городская среда. Людям стало комфортнее, потому что есть скамейки, где можно посидеть, есть урны, куда можно в мусор выбросить. Кроме того, там благоустраиваются мусоросборники. В каком они виде были раньше, там, можно посмотреть, а как ими становится после ремонта, тоже видно. Выделенные на Назране средства, это около 28 миллионов рублей, пойдут на благоустройство нескольких дворовых территорий и 1 сквера. В скором времени здесь появится стоянка для автомобилей. Также запланировано благоустройство мусоропровода и озеленение двора. Все строительные работы завершатся уже через 2 недели. И первые цветы на новых клумбах появятся предстоящей весной. Жарадат Хулхоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Минпросвещение России объявило о старте открытого конкурса для юридических лиц на предоставление грантов в рамках государственной программы развития образования. Гранты на общую сумму более 170 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета в форме субсидий. Одно из обязательных требований к участникам конкурса – наличие опыта выполнения масштабных программ и проектов в области защиты, поддержки и продвижения русского языка. Гранты обеспечат развитие и совершенствование электронных образовательных ресурсов на русском языке, проведение установочных и обучающих семинаров и образовательно-просветительских мероприятий, отметили в министерстве. Что должен знать предприниматель о госзакупках? Все, кто задаются этим вопросом, стали участниками обучающего семинара, который прошел в столице Ингушетии Магасе. Тема встречи – система налогообложения и особенности участия в государственных закупках. На встрече присутствовали как уже действующие, так и начинающие предприниматели. Зарема Ивлоева расскажет подробнее. Как правильно платить налоги, чтобы спать спокойно? Как узнать о госзакупках первыми и успеть предложить свои услуги? Чтобы вести свой бизнес, нужно знать все тонкости законодательства. Ведь государство для предпринимателей может быть оптовым и выгодным заказчиком. Лектор Анзор Аушев знает о госзакупках все и готов поделиться полезной информацией. Ежегодно Российская Федерация, заказчики нашей страны большой,
тратят на закупки более 30 триллионов рублей. Это два федеральных закона. 44-й федеральный закон и 223-й федеральный закон. В двух словах, 44-й – это по 44-му закупают все государственные и муниципальные заказчики. Мы с вами находимся в муниципалитете, да, это администрация города. Соответственно, администрация города Магас является муниципальным заказчиком. 44-й федеральный закон, который устанавливает целый спектр требований к прозрачности и объективности госзакупок, в 2018 году претерпел ряд изменений. К примеру, отныне не будет никакой бумажной волокиты, все переходит в электронный формат. Рынок постоянно меняется, поэтому бизнесмены должны быть в курсе всех новшеств. Мирослава Дорогая планирует развивать бизнес в Ингушетии. Тонкости нового дела пока девушка держит в секрете, но надеется, что благодаря Центру поддержки предпринимателей ей удастся реализовать задуманное. Это будет женский продукт, женская продукция, и, конечно, очень хотелось производства, чтобы это было связано с продуктами питания. Ознакомилась с информацией через интернет. Сейчас я изучаю рынок, возможности, и есть ли смысл этого всего. Я вижу, что есть смысл. Это очень интересно, перспективно. И очень всем советую посещать такие семинары. Семинар бесплатный, участие в нем могли принять все желающие. Подобные встречи уже прошли в Назране, Малгобеке и Карабулаке. Организаторами являемся мы, Центр поддержки предпринимательства. Семинары проводит у нас Юсуп Багоров по налогообложению и Анзор Ауша по государственным закупкам. Сразу же по окончанию семинаров мы планируем начать обучение по образовательным программам, особенности участия в государственных закупках и 1С бухгалтерии. Приглашаем всех предпринимателей республики принять участие в данном обучении, а также участие могут принять лица, заинтересованные в начале осуществления предпринимательской деятельности. К слову, Центр поддержки предпринимательства готов помогать представителям малого и среднего бизнеса не только подобными обучающими семинарами, но и консультировать в сфере документооборота, обеспечивать участие молодых бизнес-проектов на всевозможных международных выставках и многое другое. Зарима Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Ну а в конференц-зале Министерства труда, занятости и социальной защиты Ингушетии состоялась встреча с представителями организаций и предприятий туристической сферы. Собрание прошло в рамках госпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2018 году. Цель программы – улучшение ситуации на локальных рынках труда, развитие кадрового потенциала и содействие занятости населения. В рамках проекта предусматривается переподготовка специалистов, которые работают в ресторанах, гостиницах и туристических фирмах. По окончании обучения лица с высшим и средним образованием получат диплом о переподготовке финансового университета при правительстве России, а лица без образования – сертификат финансового университета и документ о сдаче экзамена на соответствие профессиональным стандартам. Эта программа вообще пилотная, она стартует в Российской Федерации, вообще одна из первых, потому что сейчас вводятся действуют профстандарты, но обязательно вводится сдача на знание профессиональных компетенций работников той или иной отрасли. Поэтому, собственно говоря, те лица, которые будут у нас обучаться, будут первыми, кто будут сдавать такой ответственный, серьезный экзамен. Мы с большим удовольствием принимаем участие в этой программе и ожидаем, что наши работники, которые находятся под риском увольнения из-за низкой квалификации, получат те знания, которые необходимы для осуществления их работы, их деятельности и для оказания качественных услуг нашим клиентам, что является конечной и самой главной задачей для ательеров и рестораторов. Более 500 миллиардов рублей направят на развитие жилищной сферы и ЖКХ за 3 года. При этом финансирование на 2019 год увеличено на 100 миллиардов рублей по сравнению с объемами, утвержденными предыдущей редакцией трехлетнего бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в 2019 году составят 173 миллиарда рублей. Башни замкового комплекса Духаргиш воссозданы в первозданном виде. Над реконструкцией комплекса реставраторы работали несколько лет. Работа сложная и ответственная. Мастера сделали все, чтобы сохранить уникальный и своеобразный колорит, который не оставляет равнодушным ни одного туриста. Какими видели эти каменные великаны наши предки и как смогли сохранить наследие современники, расскажет Тамерлан Хамхоев.
В живописном Джайрахском районе у самого подножия Столовой горы расположился башенный комплекс Дохаргишт. С течением времени эти монументальные и величественные сооружения оказались в полуразрушенном состоянии и нуждались в руках умелых реставраторов. Идею вдохнуть заново жизнь в камень известный в Ингушетии меценат Башир Куштов вынашивал уже давно. И вот спустя несколько лет, отстроенные в абсолютно том же виде, что были столетия назад, эти башни вновь радуют глаз. Реконструкции башенного комплекса начались где-то в начале 2016 года. Вот, уже 2 года уже работы идут полным ходом. Башенный комплекс был в таком состоянии, полуразрушенном. Вот. И сейчас, как вы видите, восстановили ограждение, восстановили 3 основные башни. 2 башни уже полностью готовы. Внутреннее убранство, перекрытие между этажами, бойницы и прочее. Все точь-в-точь так, как возводили наши предки. Это был основной принцип работы, признаются мастера. Не сделать что-то новое, а воссоздать то, что было утеряно с ходом времени. Даже камни, из которых были возведены когда-то башни, собираются внизу, в ущелье, куда они скатывались. Работы немало, но когда любишь то, что делаешь, никакие трудности не пугают, как говорят строители. Здесь у нас уже 1-й этаж, он уже практически мы уже завершаем 1-й этаж. Здесь у нас будет 2-й этаж. Это жилые башни, конечно. Оттуда у нас лестницы, которые сюда поднимаются. Здесь будет очень удобно подниматься, передвигаться. Будет очень красиво. Камень, вот который сейчас мы тут, почти 70% камня, строительного камня, достаем из земли. Ну, он когда-то наши отцы, семьи как больше появлялись, они расходились, бубалры по-ингушски. Они поблизости строили дома, естественно, подбирали камни, которые уже разрушены и валяются. Сейчас работы ведутся еще на нескольких участках. После завершения сюда будет приезжать огромное количество туристов. К примеру, на крыше вот этой башни сделана смотровая площадка. В хорошую солнечную погоду вид открывается потрясающий. Ради одного такого пейзажа стоит сюда приехать. Здесь мы сделали эту смотровую зону. Здесь она реставрационной работе никак не мешает, наоборот, отсюда очень красиво смотреть. После работы, реставрационных работ, тут, конечно, будет очень красиво. Здесь можно будет снимать исторические фильмы, здесь можно будет играть свадьбы, можно. Очень интересно будет туристам приезжать сюда. Хамхи, Карт, Эгекал, Таргим, Малери, теперь еще и Дохаргишт. Список восстановленных в Ингушетии башен скоро можно будет вести на десятки. Разумеется, для каждого жителя республики это хорошая новость. И может быть скоро в Ингушетии каждый башенный комплекс будет вновь радовать глаз туристов и самих жителей Ингушетии в своем первозданном виде. Тамерлан Хамхоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом среди россиян за 7 месяцев 2018 года на четверть по сравнению с прошлым годом. Как следует из таблиц, за 7 месяцев текущего года гриппом переболели чуть больше 38 тысяч человек. Данный показатель снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда гриппом переболели почти 51 тысяч россиян. Ежегодный рост заболеваемости ОРВИ негриппозного характера происходит в сентябре, когда люди возвращаются из отпусков. Заболеваемость гриппом начинается позднее. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября. Она продлится до декабря включительно. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.